После блокировки сайтов Вашингтон-Пост, Википедия и NBC в Китае был ограничен доступ к сайту Guardian. Блокировка и цензура зарубежных СМИ на территории Китайской Народной Республики была усилена по случаю 30-летия событий Тяньаньмэнь. Блокировка сайта английской газеты связана с тем, что и в печатной и электронной версиях упоминались события 4 июня. В свою очередь, речь английского консула в Пекине, выступившего от имени министра иностранных дел Англии, который упомянул события Тяньаньмэнь, были удалены с китайских медиапорталов. Защищавший в свое время врага турецкого народа Абдуллаха Оджалана, а ныне вставший на сторону Китая, называющий уйгуров террористами и открыто враждующий с исламом, Доо Перинчек и проповедник Абдулла Унлю, известный как Джубели Ахмед, осыпали друг друга лестными высказываниями. Отозвавшийся о Доо Перинчеке как о хорошем человеке, Джубели Ахмед подчеркнул, что несмотря на то, что Перинчек не одобряет его внешний вид, в целом оба уважают друг друга. На 30-й неделе со дня начала митингов желтых жилетов на улицы Франции вышли сотни людей для протеста политики Эммануэля Макрона. Митинги, начавшиеся с протеста повышения цен на горючее и тяжелой экономической ситуации, переросли в антиправительственные демонстрации. Полиция и жандармерия увеличила меры безопасности. В Казахстане проходят президентские выборы. Центральный избирательный комитет призвал граждан принять активное участие в голосовании. Число граждан, имеющих право голоса, составило 11 миллионов 947 тысяч. Голосование, начавшееся в 7 утра, продолжится до 8 вечера. Для граждан, находящихся за рубежом, в 51 стране установили 64 урны. После убийства Джемаля Кашикчи, в котором обвиняются власти Саудовской Аравии, и отсутствия рычагов влияния на Эр-Рияд, в отношении страны появилась шокирующая информация. По сообщениям разведки США и международных СМИ, Саудовская Аравия совместно с Китаем построила базу по разработке и производству баллистических ракет. Несколькими месяцами ранее Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Китай и Саудовская Аравия являются стратегическими партнерами, и отметило, что такое сотрудничество не нарушает международные правила и ни в коем случае не подразумевает разработку оружия массового поражения.